Dostlar, biz devam etemiz. Aslında mana bu resimlerini bakandan soň neni aytmagam mümkün? Yani pek spesifik. Her bir kun öleşlerini görmeyeceğim ve her bir kun öleşlerini anlamayacağım. Ne için öyle ola ki bizim zamanıvi hayatımızda biz öyle yanlı resim tarzlarını, yanlı resim şekillerini anlamayız. Belki de biz o kadar çok bilgi insanlar değiliz ya da öyle dünya bakışımız değil. Ama bu ressamın gerçekten dünya bakışı biraz farklı. Neyse, resimden, ressamlıktan biz başka bir mevzuya geçemiz. Aslında Fatime'ge bu mevzu da yakın, ben bu mevzularını hep anlamayacağım. Sualler vermeye çalışacağım ama ahaylar için belki de değil. Урметлі достар, студиямызда енді мұсафирлеріміз болуына. Тамам Али үшін менімше, чүнки түневін о сұрады, неге, не үшін қызлар өз тышқы қияфеті ақында чоқ түшінелер, чоқ тырышалар. Ве бұл мұсафирлеріміз шымды бұл сөйлерге жевапларыны бережеклер. Таныш олны студиямызда Зарина Мухамеджина, Аз Бьюти студио салонын сайыбы, ве Ава Меджитова, визажист, ве бербер. Селям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум селям. Сабаныз насыл башланды? Как началось вот у вас утро сегодня? Мы уже наслышаны, что пробки симферопольские порадовали, да? Порадовали, не ожидали. А как вообще утро начинается? С кофе. Ладно, хорошо, задаем вопрос по-другому. Во сколько начинается утро ваше? У меня, наверное, не с кофе, с телефонных звонков. Начинается утро. То есть все торопятся, все спешат навести красоту. Да. Вот для чего, расскажите. Вот Али просто задал мне вчера такой вопрос, и я немножечко затруднилась на него ответить, так, чтобы мужчине было понятно. Да, объясните, пожалуйста, мужчине, зачем девушка так много уделяет времени для красоты, на красоту? Зачем? Да, зачем? Ну, сейчас такое время, да, у нас так сложилось, что это, наверное, гордость, потому что у нас очень много девчонок красивых в Симферополе, вообще в Крыму. Да я думаю, что если бы они не уделяли себе столько времени, да, конечно, это все для вас, мужчины, в первую очередь. Понятное дело, да, мы девчонки молодые, кто хочет замуж, но и сейчас, я думаю, самой девушке приятно, когда она утром встает, как мы говорим, наряд – это счастье. Счастье, когда я красивая, счастливая, иду на работу. Я думаю, если я красивая, настроение на весь день обеспечено. Да? Конечно. А я помню, Ава говорила, что человек, то есть она за естественную красоту. Конечно, за естественную. А зачем тогда делать искусственную? Ну, ее нужно всегда подчеркнуть. На естественную красоту тоже время надо. Натуральный макияж, чтобы был незаметен. То есть естественная красота не совсем естественная. Подчеркнутая. Ну, ухаживают за собой ведь не только женщины, также приходят и мужчины. Сегодня с вами должна была прийти еще одна мастерица, которая делает мужской маникюр и педикюр. К сожалению, не смогла прийти Медине Ханым Кадыева, но я думаю, вы за нее расскажете, да? Да. Мужчин, у нас как бы студия красоты для мужчин, женщин. Вот. И сейчас действительно очень много мужчин, которые ухаживают за собой. Я думаю, что это правильно. Ну, как бы, да, что мы работаем в обществе, все обращают внимание на руки, на ноги, даже за лицом. Ну, как бы у нас нет косметолога, ну, я знаю, как косметолог, очень много клиентов мужчин. Я думаю, это нормально. Это нормально? То есть вы считаете, что это вот... Вы что, все втроем против меня сегодня, что ли? Я не могу понять. На самом деле, то есть... Придите к нам, и вы сами убедитесь. В чем? Что это хорошо, это нормально? Нормально, приятно. Ну, почему нет? Во-первых, это больно. Нет. Во-вторых, вот эти вот ногти, это слишком много, это страшного. Ну, как бы... Не сказал бы, что я боюсь этого всего, но я боюсь доверять свои руки людям. Это как бы, Ладно, все, хорошо, я молчу. Все-таки вот навести порядок, красоту, это все занимает очень много времени, да, и у вас очень много работников, сотрудников. Скажите, пожалуйста, вот все-таки
Мне сейчас режиссер перебивает, но я вам сейчас объясню. Все-таки, сколько времени уходит на то, чтобы вот собрать человека от и до, да, вот приходит человек, и нужно его собрать на определенное мероприятие. Сколько времени занимает? У нас в студии есть, конечно, мы собираем невест. И очень трогательно, когда вот ваша девочка Фазиле сделала маме подарочный сертификат на день рождения. Ей было приятно до слез. Ава сделала ей макияж, прическу. То есть, ну, девочки сделали маникюр, педикюр. Она до такой степени довольна. Ну, конечно, это времени много. Если сделать маникюр, педикюр с покрытием, это часа 2-2,5. Ава делает мейкап, прическу тоже часа 2. Ну, то есть у нас очень много девочек, женщин, которым дарят подарочные сертификаты, или это невеста. Они могут провести весь день с нами. Угу. А вы непосредственно сами участвуете в процессе? Я Или вы только как руководитель? активный фотограф. Фотограф. Ведем активный Инстаграм. Понятно. Ава, а приходилось ли работать вот в нестандартных условиях, когда нужно было все делать очень быстро и... Конечно. И не на своем рабочем месте. Или, допустим, не успеваешь, сбита запись, и приходится там, когда делают педикюр или маникюр, приходится там подбежать где-нибудь за углом, там собирать девочек. То есть все вот на ходу, да? То есть, получается, если Очень часто такое бывает. А вообще вот работа с другими, ну, не на студии, выездные какие-то работы, а как часто они бывают и что в основном вы делаете, я не знаю, какие-то мероприятия обслуживаете, что именно? Да, бывает. Нас часто приглашают. Ава ездит, собирает моделей. Это такие отели, как «Мрия». Да? Там часто проводят конкурсы. Мисс Крыма, она участвовала. Вот у нас были российские дизайнеры, проводили фэшн, ну как Fashion Week. Вот мы тоже 3 дня принимали участие. То есть мейкап, прически, ну это всегда актуально. И какая задача перед вами стоит? Ну, там определенно короткие сроки и определенное количество людей, да? То есть вы можете за какой-то определенный срок, вот сколько людей можете собрать? Вот вам дадут час-два, и вот в вашей сфере можете ли за 2 часа собрать много людей? 2 часа, не помню. У меня рекорд был, это в Марии на Мисс Ялту. Я накрутила 11 девочек за 5 часов. Но это тоже, это очень много. Это прилично, на самом деле. Ну да, если почти час-полтора оставляем на... Крупные локоны, объем, все, да. А чаще всего это на скорях за 2 минуты подбежала, там одной быстро брови подкрасила, другой там где-то губки подмазала, чтобы успеть всех сделать. Вы говорили за косметологию тоже, да? Косметология, сегодня... какая косметология, да, популярна или что? Нет, вот сегодня весна, на дворе у многих аллергия, да, вот чем в первую очередь, к каким услугам прибегают наши красавицы? Ну, именно косметолога у нас в студии нет, у нас студия небольшая, мы молодые, нам будет 2 года. Вот, конечно, у нас она как бы, ну, маленькая, компактная, поэтому Ава говорит, у нас иногда бывают жесткие условия, что надо быстро сделать, да, там пока делают педикюр. Вот, ну, конечно, у нас у всех большая мечта расшириться, да, может быть, там. То есть в планах, да? Есть в планах, да. Из косметологии у нас мы делаем как, ну, перманентный макияж, брови и депиляцию. Ну, как бы мы считаем, что косметолог это, конечно же, врач, правильно? Ну, это медицина. Я считаю, что это должен быть какая-то клиника, кабинет. Косметолога мы ждем с Киева скоро. Да. Хорошо. А сейчас весной что актуально? Ну, под занавес весны, да, в мае или летом? Что будет актуально летом? Какой макияж, я не знаю, волосы, цвет волос, ну, все что угодно. Что актуально сейчас? По цвету волос сейчас Ну, в больше тренде стараются... такие все, как бы сейчас очень актуально, это разноцветные пряди, фиолетовые, розовые. Ну, это, конечно, как бы громко. Любителя. На любителя, да. Ну, это, конечно, очень модно. Оттенки такой вот, ну, седины, это что касательно волос, да. В макияже, конечно же, на лето, Ава, скажи, ну, конечно, это нюд, по-натуральней. да. Нюд. Ну, нюд это... Я понял сразу, это такое распространенное слово, да, и каждый день использую. А что это значит? Это естественно. Естественный натуральный макияж. Ага. Что касательно ногтей, вот мы получили весенне-летнюю палитру, да, это гель лаков, конечно, пастельные оттенки.
цвета хаки. Вот у вас рубашечка. Да, Вы в тренде. я знаю. Да, ну, это все, конечно. Хорошо. как бы. Мгм. Сейчас в завершении нашей беседы. Да, чего бы вы хотели пожелать нашим соотечественникам, Телезрителям. телезрителям? Красавицам. Мы хотим пожелать, будьте всегда красивы, оптимистичны, своей внешностью, настроением радуйте других. Когда человек наполнен, как женщина, да, энергией, так и мужчина, позитивом, харизмой, к нему всегда тянутся люди. Ну, я считаю, будьте веселее, добрее и красивее. Чох саун за то, что пришли. Надеюсь, встретимся еще раз. Мына бойле гузель ве аджайып инсанлар бызым студиямызда болундылар ве мен умет этем ки Алинын фикрин деныштырдык. Жоқ, да, деныштырмедік. Чөнки ахайларның мына бұл косметологы яда насыл келмеді ве Яхшы, біз башқа сфераны да вететерік, ве дабыр кере мына бұл мевзуны ашықларық, достар. Аслында гүзеллікнен оғрашмаға ешбір вақыт тоқтамаңыз, яқшы. Мен аңладым, мен бірші қаршы айтмажам. Қадынлар үшін ве оғланлар үшін гүзеллік пек мұйымдыр. Ақылымызда тұтмалымыз гүзел тышқы қияфеті бұл Аллахның имірлерінден бірісідір. Doğru dostlar. Temiz olmak da pek mühim, güzel de olmak pek mühim. Biz yayınımızın ise devam etemiz ve geliniz şimdi Avan'ın tanış olayıq. Aslında Ava arareti bugün nasıl, neler olacak, neni bekleyimiz. Buyurunuz dostlar.